Во Владикавказе прошел финал конкурса «Ирондан Эж». В нем приняли участие 5 юношей со всей республики. Ранее конкурсанты участвовали в подобном отборочном конкурсе в своих районах. Оны смазал март бамбырдыштым, сборой бонаражем, и равжарди ахшанадон жмалди юзинада капаришей. Одина мамбырды бауна факутам хиштарык лашон тима бакушам жага, бажоном, куджон сарак федалты равжард, куджон мыкач равжард, куджон сирон фажмина гагдаута, что шафинам навидар кафым марахшин сувина. Готовили юношей к участию в конкурсе учителя, которые вместе со своими воспитанниками также получили призы. В конкурсную программу входили задания, знание традиций и обычаев, тостов, происхождения своей фамилии. В школе нас оповестили о том, что собирают, будет мероприятие, то спева районный, конкурс районный. И были на выбор желающих. И я согласился, давайте, я попросился. В общем, подготовился я, честно говоря, очень мало у меня было на подготовку, потому что я это узнал очень поздно. И на подготовку у меня был буквально один день, один вечер. И вот на следующий день мы поехали в район, и было все очень организовано, мне очень понравилось там. Участников было, конечно, мало, хотелось бы побольше, чтобы потянуть эту остинскую культуру. Организаторами данного мероприятия являются общественное движение «Юзинат». По словам председателя движения Батраза Кучиева, конкурсы подобного масштаба планируется стать ежегодными как среди молодых людей, так и среди девушек. Сам по себе конкурс предполагает наличие знаний языка осетинского, прочных знаний, знания о наших обычаях. И вообще сам конкурс способствует глубокому изучению нашего Ирон-Ардау и сохранению развития осетинского языка. Потому что, как вы сами видите, весь конкурс и сегодняшний финал наш проходит исключительно на осетинском языке. Хотелось бы выделить, мы на это смотрим очень серьезно. Тут идет в основу ложится этническая составляющая. А почему? Потому что старшеклассники – это все-таки они еще дети, 8, 9, 10 класс. И очень хочется, чтобы они стали и являлись носителями нашей культуры, потому что старшие со временем, увы, но уходят, а молодежь, конечно, она должна состояться, как именно люди этноса, осетины, которые знают свой ардау, владеют языком и не только как разговаривать, но еще и мыслят на нем. Более 2 лет общественное движение «Юзинат» работает над сохранением и продвижением остинского языка, традиций, культуры и быта. Так получилось, скорее совпадение, что конкурс, финал этого конкурса мы проводим сегодня, 18 мая. И именно 18 мая, ровно 2 года назад, зародилось наше движение. Зародилось каким образом? Мы впервые в истории остинского народа, не побоюсь этих слов, провели форум остинских фамилий. Было более 1500 делегатов от фамилий осетинских, обсуждали очень серьезные вопросы, актуальные вопросы, принимались решения. И начиная с этого дня наше движение и зародилось. Основу нам дали представители фамилий. Наша организация, она состоит из совета. Во-первых, у нас есть совет, на котором мы принимаем коллегиально все решения, посоветовавшись. Но помимо этого у нас есть такая форма участия, как участник движения. Любой желающий, который тоже переживает, который тоже хочет какую-то помощь оказать тем нашим уставным целям и задачам в этой работе, он может к нам прийти и стать участником движения, влиться в наш коллектив и помогать по мере возможностей и сил. В конце конкурса все получили подарки. За первые 3 места ребятам были выданы грамоты и конверты с деньгами. 2 другим участникам в подарок достались наручные часы. Мы приняли решение на совете нашего движения и пришли к единому мнению, что, конечно, 1, 2, 3 место, они однозначно будут награждены. Там будут и дипломы, и ценные призы, включая и денежные, так сказать, в денежной форме. Но мы решили, что остальные участники, которые просто станут лауреатами, скажем так, это же дети, как можем мы их выделить? Поэтому, если уже так предметно говорить об этом, то 1, 2, 3 место у нас, идет грамота, денежные призы, причем самому победителю и его учителю, учительнице в данном случае точнее, А те, кто идут уже 4, 5 и так далее, мы их награждаем ценными призами, грамотами. Призы очень неплохие, если вас интересует, можно сказать. В этот раз мы решили их наградить хорошими мужскими часами. Все участники конкурса остались довольны, зрители получили огромное удовольствие. Ведь самое главное в подобных мероприятиях – достигнутая цель – знание своего родного языка, традиций и культуры.
Эллада Дзукаева, Юлиана Джуева, Арт Новости.